Hayırlı akşamlar. Akşam şartınız hayırlı olsun. Akşam bölümümüzün bugünün 3. saati başlanan bunu biz Rusça ve Ukraynaca alacağız. Bu saat içinde Rus yazıcısı Amerika'da yaşayan Andrey Pyankovski'yle konuşacağız ve eski Ukrayna milletvekili Andrei Шкильин. Я перехожу на русский язык. У нас на прямой связи из Соединенных Штатов Америки российско-американский публицист Андрей Пянковский. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Добрый день, Осман. Приятно всегда с вами говорить, и благодарю вас всегда за четкость высказываемых позиций. С чего начать? Давайте начну с того, что увидел перед началом эфира днем. Это выступление в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила о том, что НАТО должно дать понять России, что в случае агрессии в Балтийском регионе или Черноморском НАТО способно применить силу. Российские СМИ первыми, в отличие от украинских, перевели эту новость и дают заголовком, что НАТО грозит России применением силы. С другой стороны, как смотреть, если более взвешенно на эту ситуацию? Это оптимистично, так как русские ее подают, или пессимистично, что внутри самого НАТО не уверены, что даже в случае российской агрессии НАТО способно будет применить силу в Черном море либо Балтии? Ну вот до последнего момента такая неуверенность была во всем мире, и в той же Балтии, и в Украине. Но я вам скажу, что мы переживаем исторический момент. Вот, скажем откровенно, в Женеве президент Байден провалил кастинг на роль лидера свободного мира. Помните, на пресс-конференции он так промямлил то же самое, что ему Путин продиктовал, там, о Минских соглашениях, о посоловом статусе и так далее. Вот визит Ллойда Остина в Тбилиси, Киев, Бухарест и Брюссель полностью перевернул ситуацию. Я думаю, будущие историки будут писать это как об историческом моменте. Это конец 20-летней политики умиротворения российского агрессора. Ведь таким ключевым, помните, как начинал свои пресс-конференции Остин и в Тбилиси, и в Киеве? Давайте говорить на чистоту. Вот у него уже прорывалось такое бешенство против этих невнятных формулировок, которыми характеризовался, между прочим, и последний визит Нуланд в Москву. Он прямо называл Россию агрессором, и эти заявления были подхвачены единодушно всеми членами НАТО и премьерами, членами саммита. И вот вы процитировали министра иностранных дел Германии. В Москве действительно были шокированы. Они вот подчеркивали, что особенно из Берлина им необычно слышатся такие предупреждения, скажем. Но что поделаешь, если вот на том же саммите текущем говорилось, что не только в Украине, а ежедневных авиационных вторжениях в воздушное пространство Прибалтики. Я думаю, и вот очень показательно, что на заключительной пресс-конференции генеральный секретарь НАТО стоял рядом с Остином, произносил самые важные формулировки. Вот еще раз подчеркну, вот этот человек, которого мы сейчас видим на экране, он впервые за последние 20 лет показывает, что мы видим лидера свободного мира. Четкое недвусмысленное предупреждение Москве. Андрей Андреевич, вот вы говорите, что это прям историки оценят жесткость выступления, но ведь сам Байден, если мы будем вспоминать его до женевской встречи с Путиным, да, помните его высказывание, когда он назвал Путина убийцей, и что Россия должна ответить, казалось, вот он, Байден, тот, которого ожидали, который с его жесткими заявлениями, и только после этих жестких заявлений Байден стал другим. Да? Вот, например, Юрий Швец, также проживающий в США, он считает, что Байден ведет умную политику, то есть стратегия не меняется. Вы считаете, что Байден вот в этот полугодовой период
сдал позиции. Как бы. Вот как сейчас расценивать тогда Ллойда Остина? Это вот часть умной позиции, когда эти жесткие вещи говорит не сам Байден, а министр обороны, или все-таки сейчас меняют голову Байдену и его позицию? Вы знаете, у меня дискуссия с моим другом Юрием Борисовичем Швецом. Мы оба хотим одного и того же – подтянуть американское руководство до роли лидера свободного мира. То есть, но добиваемся это разными средствами. Юрий Борисович как такой добрый педагог, подчеркивающий все положительные стороны, а я как строгий, указывающий на слабости. Все объясняется очень просто. Идет борьба внутри администрации Байдена. Это совершенно верно. Вот та женевская формулировка, она была результатом давления пропутинской группировки внутри администрации. Мы ее знаем. Это Салливан, это прямой агент Москвы Керри, это в какой-то степени бывший посол Бернс. Ей противостояла Госдепартамент и Госдеп. И надо сказать, что вот эта позиция Байдена, она встретила сопротивление большинства политического класса Америки. Ведь не Трамп, не его орган, а CNN, вернейший канал демократов, комментировал 17 июня после возвращения Байдена в Женеву. Путин получил от Байдена все, что хотел. Эта борьба продолжалась, и она закончилась успехом во время визита Зеленского. Это и успех украинской дипломатии, и успех вот этого глубинного государства, которое представляет сейчас нас так ярко Остин. Им удалось убедить Байдена, и Байден же не говорил ни с каких глупостей уже о Минских соглашениях, на что рассчитывал Путин. Наоборот, было подписано оборонное соглашение с Украиной, которое сейчас реализуется. Элемент колебания, на мой взгляд, был во время визита Нуланд. Ну, она же под нажимом Козака. Козак опубликовал пресс-релиз, в котором написал прямым текстом: американская сторона подтвердила свою высказанную в Женеве позицию поддержки Минских соглашений особого статуса Донбасса. Но он не произнесла это вслух, в отличие от Байдена, но и не провергла. Это была уступка, на мой взгляд, неожиданная, ненужная, необоснованная. Но вот и сейчас Остин закрыл все эти промежуточные дискуссии. И, естественно, его сегодняшние высказывания, они одобряются президентом. Он сегодня ссылался на президента. Это борьба внутри администрации за Байдена, если хотите, между путинской группировкой во главе с Салливаном и вот представителем глубинного государства, ярким лидером, который сейчас проявил себя в области. Андрей Андреевич, скажите, вот насколько серьезно надо рассматривать обсуждение пока еще даже не в Конгрессе, а в комитетах Конгресса такого называемого второго пакета санкций персонального, в котором рассматриваются такие фигуры, как Дмитрий Песков, Собянин, Абрамович, Алишер Усманов, Дерипаска, Алексей Миллер. И вместе с тем мы видели уже и обыски ФБР в офисах Дерипаска в Соединенных Штатах Америки. Насколько это все серьезно? Дело в том, что мы смотрим на эти российско-американские отношения очень украиноцентрично. Нам кажется, что вот Украина... Правильно делаете. Потому что у нас потерянные территории, война и прочее, да, но, видимо, в этой повестке есть не только Украина, и насколько серьезно США будут применять эти санкции уже к окружению, финансовому окружению, да, Путина, скажем, к столпам режима финансовым. Это самый тонкий вопрос. Ведь они же не раз на это замахивались во времена Трампа и потом отступали с тем же Дерипаской. Вы помните, против него были введены санкции, но через месяц Министерство финансов трусливо их отменило. Вот те очень важные шаги, которых вы упомянули, они не случайно совпали с визитом Остина и с его резкими заявлениями. Но только я бы немножко уточнил.
эти санкции, они не в комиссиях рассматриваются. Палата представителей приняла резолюцию уже около месяца назад. И вот буквально 2 дня назад, опять же, вот все эти шаги, визит Остина с его бескомпромиссным заявлением, принятие той же резолюции Сената. То есть эта резолюция уже принята Конгрессом. Политика ФБР самостоятельная, как бы. Обыски в Дерипаске, они выпустили ордер на его арест. И то, что я даже не ожидал, заявление всех европейских лидеров в том же абсолютном ключе, включая вот это заявление министра обороны Германии и заключительную пресс-конференцию Остина Стенберга. Все это свидетельствует о совершенно новом уровне решимости Запада, наконец, дать открытым текстом. НАТО официально заявляет, во-первых, он заявляет, Украина будет членом НАТО, хотя я вообще-то лично РСВ не придаю такого большого значения этой формальности. Все равно этот процесс займет несколько месяцев, а агрессия Путина будет начаться завтра. Гораздо важнее то, что Остин обсуждал в Киеве, конкретная помощь сегодня Украине. Эта помощь будет оказана, и, в общем, это поворотный пункт в отношении Запада с Россией. Андрей Андреевич, высказывание Аннегрет Крамп-Карренбауэр можно списать на то, что это министр уходящего правительства, и, скорее всего, ХДС, ХСС не будет в коалиции будущей германской власти. Там первую скрипку сейчас играют социал-демократы. Конечно, в их коалиции, скорее всего, мы увидим других антироссийских, это зеленых, скорее всего, они будут там, но сами социал-демократы, по-моему, германские не так радикально настроены по отношению к России и Путину. Во-первых, я тоже хочу еще раз вас уточнить, социал-демократы не будут играть, это кажется, что они будут играть ведущую скрипку, потому что это самая большая партия в коалиции. Но в коалиции 3 партии. Коалиция уже практически состоялась, она оформится через несколько дней, максимум через неделю-2. В коалиции социал-демократы, свободные демократы и свободные демократы, которые настроены еще более антикремлевски и антироссийский, чем зеленые. Так вот, у социал-демократов в этой коалиции 110 голосов, а у зеленых с свободными демократами вместе там 120 с чем-то. То есть вот эта жесткая антикремлевская линия, она... Поэтому я бы не согласился, что это можно сбросить как заявление уходящего министра. Просто следующий министр будет еще более жестко настроен. Тем более после иностранного министра уже практически занят Анна-Лена Бербок, и она уже выступает практически в этой роли. Наверное, вся Украина слышала ее вчерашнее заявление по Северному потоку. То есть Германия займет совершенно другую позицию. И в этом плане вот совершенно как бы другой вопрос, что я всегда против этого выступал. Не понимаю, почему в это время даже администрация президента испытывала интерес к срочной прощальной смерти на саммите нормандской четверки хотя бы 4 форум-министров. Зачем это было нужно? Это не нужно совершенно было Украине. Меркель продолжала то же самое давление в форму Штайнмайера, и Зеленский оказался там в позиции 1 против 3. А сейчас, если это уже после ухода Меркель в новом составе состоится, то там будет уже позиция 3 против 1 Путина. Совершенно другая, полностью украинская позиция в Германии, и вынуждена будет и Франции. Так что дипломатическая ситуация крайне успешно меняется буквально в последние дни и часы в пользу Украины и ее сопротивления России. Андрей Андреевич, и в последние дни несколько дней видим такую заочную перепалку между министром иностранных дел Украины Кулебой, который отвечает
речнику, пресс-секретарю Путина Пескову. Песков говорит о том, что это худший сценарий для Украины – это НАТО. Кулеба отвечает, что худший сценарий с захватом украинских территорий уже состоялся. Йенс Столтенберг говорит, что это не дело России вообще, украинский путь в НАТО. И я вообще не понял, где здесь информационный повод. Мы в последние годы не можем даже провести саммит Украина-НАТО из-за позиции Венгрии, которая блокирует по внутренним причинам. Мы не будем сейчас говорить о том, какие симпатии есть лично у Орбана к Российской Федерации, к Путину. Да? Блок требует консенсуса, и у нас нету даже саммита Украина-НАТО, а политики вдруг говорят о неком пути в НАТО. Ничего же не изменилось, мне показалось, за последние недели. Или изменилось? Да вот я то же самое, я же уже это говорил. Забудьте об этих формальностях. Позвольте мне языком Виктории Нуланд сказать «фак Венгрия». Причем тут Венгрия? Новый итог российской агрессии может быть завтра. И здесь важно, какую реальную помощь окажут Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Румыния, Польша. Причем тут Венгрия. Очень хорошо, что Столтенберг подтвердил политические все эти лозунги о том, что Москва не может иметь вмешиваться. Но еще раз, важно не шашечки, а важно ехать. Сейчас нужно обсуждать не эти натовские шашечки, а те реальные поддержку, которые Соединенные Штаты и другие страны НАТО окажут Украине сегодня. Официально, конечно, мы на брифингах Ллойда Остина там не услышали, о чем шла речь. На ваш взгляд, какие вещи могли обсуждаться о конкретной помощи? О чем могла идти речь, о том, о чем мы, например, на широкий загал не знаем? Ну, это на широкий загал достаточно известно, широко обсуждалось во время вот этих военных маневров вокруг Украины и предупреждений Байдена. Ну, ясно, что американские дивизии сражаться в Украине не будут. Американскому президенту очень трудно будет объяснить американской публике, почему он пошлет туда войска. Но все остальное будет сделано. Это широкая поставка вооружений современных, это уже идет, началось. Я уверен, что эта номенклатура обсуждалась очень широко. И не только с Остином. Вот в понедельник Зеленский летит в Лондон, где будут обсуждаться те же вещи о военных поставках вооружений в Украину. Это разведывательные данные, это инструкторы, это советники, это присутствие Соединенных Штатов в Черном море, кстати, очень показательно. Байден перешел столько границ и красных линий в смысле риторики. Но одна из них, например, такая. Он сказал, что в защите безопасности Черноморского бассейна мы будем стоять плечом к плечу с своими союзниками, и даже он перечислил через запятую Грузия, запятая Украина, запятая Болгария, запятая Румыния. Напомню вам, что Болгария и Румыния члены НАТО, а Грузия и Украина нет. Но в практическом смысле Байден здесь не делает никакой навет. Но это, скажу вам, не самое главное. Вы уже этот вопрос частично. Самое главное удар по режиму, который нанесет Соединенные Штаты в первый же день масштабной агрессии, это отключение от СВИФТа, это нефтяное и газовое эмбарго, и это, что самое болезненное, это арест русского триллиона. Это уже не вопрос не только о Дерипаске, а о всех счетах лично Путина под разными именами всей путинской верхушки. Это сокрушительный удар для путинской. Вот такой сценарий. Если этот сценарий реально обсуждается на встречах, в визитах Остина, который сделал вояж по Черному морю и дальше вернулся в Брюссель, если это действительно обсуждается на уровне там, таких визитов Зеленского в Лондон и во всех этих связях с союзниками, будет ли эта решимость будет воспринята Москвой и убережет регион от каких-то горячих фаз, или все-таки горячая фаза конфликта здесь будет? Я понимаю, что мы
лезем в такое уже пространство предположений, но все-таки хотелось бы от вас услышать ваше предположение. Ну, вы знаете, тут надо опытного психолога или даже психиатра. Мы не знаем, что творится в голове Путина. Я думаю, что по анамнезу, если анамнез уже известен за 20 лет, по нему можно делать выводы? Он не так прост. Он безумен, он ненавидит Запад, ненавидит Украину, он хочет нанести максимальный вред и унижение Украины, но он не шахид. Он самый богатый человек в мире. Его состояние оценивается примерно в 250 миллиардов долларов. По-моему, сейчас только Илон Маск начал превосходить эту цифру. Ну и примерно то же самое, можно сказать, и о его ближайшем окружении. Вот что там победит? Безумная ненависть к Украине или безумная жадность крупнейшего вора в истории, в человеческой истории? Не можем мы этого предсказать. А вот то, чего мы коснулись в начале разговора, это вот возможных санкций по тем людям, 35 персон, среди которых известные даже на весь мир, да, и Алишер Усманов, и глава «Газпрома» Миллер, и мэр Москвы Собянин, и Песков из личного окружения. Эти санкции направлены на то, чтобы разрушать изнутри вот это окружение, и действительно кто-то из них может дать слабину, и может быть какой-то такой дворцовый переворот внутри, или все-таки это уже такой процесс, который просто будет продолжаться, а олигархи все равно будут держаться вместе рядом с Путиным, и никто его не сдаст? Я думаю, что решать будут очень узкая группа людей вокруг Путина, но я могу их перечислить, это не так важно. Это санкционный пакет, это одна из серьезных частей вот этого предупреждения путинской верхушки в целом. Ну, это предупредительное, да? И вы все-таки думаете, что... Они не сделают, но они не будут применять это сегодня и завтра. Это же нельзя мир держать в напряжении. Вот это решение будет принято, вот это безумно. На мой взгляд, это будет... Вы знаете, политика делает людей циниками. Я вот признаюсь, что иногда меня посещает циничная, отвратительная, подленькая мысль, что это хорошо бы, чтобы они все-таки на это решились. Потому что они, конечно, сломают на это шею. Это самоубийственное совершенно будет решение. Но это принесет столько гибели стольким людям, что я отгоняю от себя эту мысль немедленно, как преступную. Не знаю. Единственное твердое, что Украина должна быть готова к лучшему, ее вооруженные силы, и все общество должно быть готово к отражению к этой. Единственное, позвольте мне здесь еще время, вот в тот час, критический час для Украины, для ее истории, когда необходимо единство общества для отражения агрессии, в этот час успеха, когда украинская дипломатия, ее руководство удалось добиться такой сплоченной, как никогда, поддержки Запада, трудно придумать большую невероятную безумную глупость, как наложение санкций на Порошенко или стремление его арестовать. Вот этого я хотел обратить внимание на общество. Ну, это на самом деле действительно сегодня новость дня. Вы ее уже коснулись, потому что это голосование 153 депутатов к Зеленскому, к РНБО с предложением ввести санкции к Порошенко за финансирование терроризма. Но они обосновывают это торговлю углем с оккупированных территорий в период до 2017 года, которая производилась. Вот. Весьма сложный вопрос. Понятно, что в Украине, частью Украины это будет восприниматься как политическое преследование предыдущего президента Украины. Той частью Украины, для значительной части Украины Порошенко лидер сопротивления российской агрессии. И вот в этот момент, когда нужно обеспечить сплочение нации, это самое неумное, самое провокационное, самое играющее на руку Москве инициатива. Видите, внутреннюю политику никто не отменял, и внутриполитическую борьбу. Рейтинги КМИСа показали выравнивание результатов
между двумя партиями, между «Слугой народа» правящей и оппозиционной европейской солидарностью. И хотя вот представители «Слуг народа» отказываются верить, говорят, что эти результаты недостоверны и надо ждать результатов других, но я так понимаю, что вот это вот выравнивание падения правящей партии, все-таки оно произошло только на третьем году нахождения у власти, и роста новой Порошенко, который едва набрал там 8-9% в 2019 году, видите, оно приводит к таким резким телодвижениям, а РНБО, Совет национальной безопасности и обороны, у нас уже привык применять санкции вот за последние месяцы. И, видимо, попытка сейчас опробовать, решаться, не решаться, это на уже политических оппонентах. Заниматься президентскими выборами 2024 года в час, когда стране предстоит могущественный агрессор, это преступление просто. Просто есть вероятность, что не будет никаких президентских выборов 2024 года. Не этим надо заниматься украинским политикам. Извините за мое грубое вторжение в украинскую внутреннюю политическую жизнь, но ситуация просто беспрецедентная. Спасибо большое. Это был российско-американский публицист Андрей Пятковский, с которым обсуждали последние перспективы после Украины в военно-политическом плане со стороны союзников и визит Ллойда Остина, министра обороны Соединенных Штатов, в Украину, Грузию и Румынию. Пятковский считает, что это беспрецедентный визит и поворотный момент по сдерживанию России, в ходе которого обсуждалась конкретная помощь Украині в случае російської агресії. І ми переходимо до наступного гостя. Андрій Шкіль, народний депутат України кількох скликань, вже на прямому зв'язку. Які? Ми лише чекаємо підключення на Андрія Шкіля, а поки знову повернемося до того, що вже обговорювали, що міністри оборони 30 країн-членів НАТО протягом вчорашнього сьогоднішнього дня в Брюсселі ухвалили рішення по зміцненню безпеки країн Заходу і закладають основу для майбутнього саміту в Мадриді. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час представлення програми на Раді міністрів заявив, що голови оборонних відомств НАТО розглянуть заходи протидії російським ракетним системам, здатним нести ядерну зброю. А Анна Грет Крамп-Карренбауер сьогодні її висловлювання в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО стало такою сенсацією. І хоча міністерка, вона вже, і скоріш за все, не буде в новому німецькому уряді, заявила, що НАТО має показати Росії здатність застосувати силу в разі російської агресії на Чорному морі і в Балтійському регіоні. А зараз ми повертаємося до нашого гостя. Андрій Шкіль, народний депутат України 3 скликань. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора, не бачилися років 10 з вами. Я думаю, з того часу, як ви живете у Франції, ми більше не бачилися. Ну так, зато я був в ефірі ваш. Так. Пане Андрію, а можна з внутрішнього питання? От сьогодні така у нас своя новина, яка навіть Піонтковського Сполучених Штатів зачепила. Це звернення 153 депутатів українського парламенту до президента Зеленського РНБО застосувати санкції до Порошенка за фінансування тероризму. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це щось з трохи іншої опери, ніж опера влади, тому що насправді представники влади мають бути дуже дискретними у кожній своїй дії. І якщо це особливо торкається опозиції, і особливо, якщо це торкається опозиції в демократичній країні. Я розумію, що кордон з Росією, він трошки милить українську владу дуже часто з тим, який устрій будує Україна, демократичний чи російськоподібний. То, в принципі, відповідні дії треба і чинити. Треба повертати голову в інший бік, до Європи, до Європейського Союзу, і в такий спосіб будувати стосунки всередині країни, всередині держави. Тобто опозиція має бути рупором тих людей, які не задоволені владою. Влада не має бути цербером, який переслідує опозицію і таке інше. Тобто це прописні істини, але дуже часто, особливо тривале перебування при владі, тобто триваліше ніж рік-півтора, коли продовжується ще ейфорія від перемоги, то власне одразу після цього в українській владі дуже часто стається цей синдром
помилки, так обралися як європейська влада, а стаємо дуже подібним на кремлівську. Тому я думаю, що з тим все зрозуміло. Це помилка була більшості. І я думаю, що це не більше ніж піаром і завершиться. Я так сподіваюся, вистачить розуму. Просто знаєте, пане Андрію, цікаво, як це по формі зроблено, коли застосовувалися санкції до Медведчука, телеканалів або до Козака, то там не було якихось звернень депутатів, а тут РНБО збиралося, а потім з'являлися інформаційні сенсації. От ці санкції, ще одні, і так ми бачили цілий перелік санкцій. А тут щодо Порошенка, коли торкнулися, ми бачимо, не спочатку РНБО, а спочатку депутати звертаються. І це нагадує якісь звернення до Сталіна, колективу трудящихся, розібратися з класовим ворогом. Це замірювання, як відреагує суспільство, чи це частина піару пов'язана. Інші кажуть, дуже роздратовані вони зараз останніми рейтингами, які КМІС опублікував, і вони не довіряють, до речі, КМІСу. Зараз за ці рейтинги кажуть, що це вигадані рейтинги, де показується по 15% обом партіям, Європейській солідарності і Слугам народом. Це внутрішня політична така боротьба за рейтинги. Чи це спроба там подивитися, а як суспільство відреагує, якщо застосувати санкції дійсно до Порошенка? Ні, я думаю, що це більш за все це просто бажання депутатів від влади продемонструвати свою, скажімо, таку непохитну вірність ідеалам президента Зеленського чи ідеалам підтримки президентської влади. Ну і з другого боку продемонструвати свою потрібність. Ну, подивіться, не зреагувала РНБО, тому що кожну п'ятницю відбувалися якісь події сенсаційні, пов'язані з РНБО. Ну, РНБО вистачило здорового глузду не опускатися до такого рівня, а у депутатів не вистачило, тому що у них перемогла ця історія сподобатися, бажання сподобатися. Це 90%. 10% це, звичайно, ті люди, які політтехнологічно розуміли, що це буде шкідливо для деякої міри політичній силі, яка справді втратила рейтинг. Я не знаю, чи правдиві рейтинги чи ні, це завжди показують найкращі вибори, але я думаю, на момент опитування ось такі рейтинги і були. Можливо, вони змінилися потім, зміниться пізніше, але тим не менше, зрозуміло було одразу, що Болівар не зможе тягнути довго двох, і себе, і ще й політичну силу. Тобто президент Зеленський, він лишається лідером суспільних симпатій. Слуга народу, політична сила, бере на себе негатив, і тому тут нема чому дивуватися, весь негатив і свій власний, і президента Зеленського, плюс втрата спікера Разумкова. Тобто це завжди, відповідно, люди, які орієнтувалися, скажімо, не просто там на Разумковича, а орієнтувалися, що все спокійно, без скандалів, така от нормальна інша політична сила, ніж решта, то раптом за кілька тижнів, буквально за 10 днів, не стає спікером, до якого звикли симпатики партії «Слуга народу». І тому, в принципі, це все природне. Все зрозуміло, і тут нема чого нервуватися. Але розуміємо, що люди турбуються своїм майбутнім, тому нервуються. Вони хочуть продемонструвати свою необхідність і от пишуть колективний лист. Я вважаю, що це тоді боротьба за прихильність буде тільки міцнішати. Бачите, 15% чи навіть якщо 20% буде «Слуги народу», але знаєте, небезпека таких великих успішних політичних проєктів в тому, що коли втрачаються рейтинги дуже сильно, потім оці 250 депутатів не влазять в ці нові 15-20%, які малюються. Тому у всіх перспектива там 24-го року, що половина туди не поміститься просто. І ви, може, спостерігаєте за тим, я не знаю, чи сильно відрізняються традиції парламентаризму того часів, коли ви були депутатом. Мені здається, так влада часто не викидала і не втрачала депутатів, як фракція «Слуги народу», яка у нас щомісяця від когось позбавляється. І в цілому, якщо вже завершити моє таке довге, вибачте, запитання, дивіться, всі перші особи, з якими прийшов Зеленський, є і прем'єр Гончарук, і вже спікер Разумков, і голова його адміністрації, як би там називалося в різні часи, секретаріат, адміністрація, офіс Богдан. Зеленський залишився без всіх цих перших осіб. Він залишився лише з колом друзів. Да? От з друзів ніхто не помінявся. Перших осіб нема. Це боротьба, це відчуття того, що втрачають, чи це просто така ердоганізація української політики? Ну,
в першу чергу, знаєте, як збирали депутатів, так і втрачають. Тобто, як легко зібрали, так легко і втратили. Я думаю, тут перша основа. Так, це абсолютно так. Тому що не було політичної... Це, до речі, простий приклад. У Франції щось подібне відбувалося постійно. Сильний президент Макрон, тобто сильний лідер, він переміг, привів за собою нікому невідому партію перед Францією. І дуже багато, як на французький парламент, дуже багато депутатів покинуло фракцію влади і почало формувати свої політичні проекти. В тому і різниця, власне, що ті люди, які покидають партію «Слуга народу» чи фракцію, покидають владу, вони не творять альтернативні політичні сили. Ось це є, властиво, та якість добору, яка була зроблена під час формування команди. Тобто зібрали таких, або може і підбирали таких, це невідомо, швидше всього, в принципі, які трапились, таких і брали, і властиво трапились ті, які не здатні формувати інші політичні сили. Брати участь ті, яку запросили, ще може. Але формувати власне, це треба наважитися, це треба мати хист, це треба мати, скажімо, відсутність страху, відсутність бізнесу і таке інше. Це торкається теж самих сильних осіб. Тих перших осіб, які прийшли, всі розуміли, що Гончарук це буде тимчасовий, тобто не постійною фігурою, бо яскравий, впевнений, що у нього зараз був би власний свій політичний проєкт, якщо би його попросили залишити завтра, припустимо, він би був до цього часу прем'єром, його би завтра попросили залишити цю посаду, то він би вже формував свою політичну силу. Добре чи погано, то вже було б інше питання, перемогла б вона чи ні, але все ж таки. Тому давайте пригадаємо, навіть Гройсман і то сформував свою політичну силу, яка вже щось важить у нинішній українській політиці. Якість підбору була невисокою, тому падіння рейтингу для «Слуг народу», тобто, звісно, це зменшить їхню присутність на подальших, тобто в 2024 році, наступних виборах, але дай Бог, щоб «Слуга народу» зібралися ще в наступному скликанні. Тобто не виключено, що у Зеленського є під руками вже інший проект, об'єднавчий, я так би його назвав. Тому вони і мають підстави турбуватися і нервуватися не тільки тому, що не потраплять, а ще можуть потрапити в умовно політичну м'ясорубку, яка буде перемелювати їх також для того, щоб сформувати нову політичну силу. А на стару, тобто на старий бренд, ребрендинг провести, а на старий бренд повісити всі попередні невдачі. Бо президента ж поміняти не можна, Барселону не можна поміняти на наступні вибори. А політичну силу, яка його підтримувала, можна. Дякую. Це був Андрій Шкіль, колишній народний депутат України, депутат 3 скликань, мені навіть тут написали, 4, 5 і 6 скликання. Обговорили з ним взагалі внутрішньополітичну українську тематику. Не вистачило часу у нас для зовнішньополітичної частини. І зараз у нас невеличка перерва, заман. І на останній блок виходимо за 20 хвилин. Залишайтеся на АТР на Бугуні.